Едем сюда опять. Охотиться, что ли, будет? Да, на уток. Живет река, живет. Ну, Василиса Батьковна, человек, когда растет, он всему учится. Мы сейчас тебе и покажем, что такое охота. Если уток увидим, конечно. Ты все хотелось съездить? О, захотела, сейчас будет страдать вместе. Ну что, хочешь и походик небольшой? Мы готовы. Кто-то там застрял. Моторкой лучше! Иногда проще и протащить. Близко конец озера, поэтому пристаем к этому. Нифига себе тут горочка. Он к концу озера подкрадывается. Тут узкие могут быть. Бабах, бабах. Одна или несколько было? Типа кряковых? Да. Всю дорогу в глаза солнце светило, я сейчас и не вижу, она осталась там, не осталась. Покажи. Там сидели. А второй выстрел это уже по залетающей. Сейчас посмотрим. Ну, Не, ну там как бы накрыло так кучно, только хрен его знает, или там она или нет. не видно. А можно я посмотрю? Так смотри, вот прямо вот в этой луже, в траве. И там шевеление. Движение, понял. Вроде попало. Вон 3 березы, одна кряковая точно есть. Ну, воспользуемся чужой лодкой. Блин, я Василиса не знаю, насколько она страшная. Подальше не весла, сейчас посмотрим. Дай. До середины добраться еще надо. А
Отчаянный народ катается. Она быстрая какая-то. Это папа сильный. Умеет. Когда не умеешь, лучше цепляться за эту лодку, она вся не утонет, она наполовину деревянная. Это у тебя первый выстрел по уткам в этом году? Осенью? Да. Так я вчера только путевку взял. А, Все, работаем. ага, ясно. Опыт приходит во время еды. Ну-ка, Василиса, хватай за веревку. Ё-моё, провалилась. За веревку. Веревку я и держу. Ну, как было, так и оставляем. Василиса заметила, что мы, когда папа пошел, я следом, мы спас-жилеты сняли. Они яркие, оранжевые. А ты в спас-жилете пошла, и папа тебя строго посмотрел. Так ладно, она его сняла и в руках тащит. Ладно, ну, если бы я понял, она, ну, если бы не сняла и шла, как бы, ну, не знает человек и не знает. А сняла и в руках несет такая. Ну, нормально. Хозяйский человек, значит, чтобы зря не пропало. Просто яркое обычно не одеваешь, что-то маскировочное надо. Охота? Брат, охота. Тут свои прибамбасы, в том числе по маскировке. Понял? Это ты чем предлагаешь, сажей или что? В костровище это А, с этого ж. А там что будет, сажа там залает. ну, Что попадет? не перестарайся по учебе. Дома отмоется что. Ну, вопрос интересный. Едем к избушке! Нифига, походик. Ура, приехали. Есть. Ну, груза в этот поход нас мало. Ну, относительно мало. Так, пойдем наискосок. Это просто туда кинь. На лестницу убирать будем? Нет. Здесь, лодка здесь. Не будет. Порхнул рябчик. Василий Батькович пошел посмотреть. Ну что, Василиса Батьковна, у тебя вопроса не возникает, почему мы приехали сюда? Нет, не возникает. А для чего? Поохотиться. Молодец, поохотиться. Это на первом месте. Ты забыла, что тебе обещали сегодня, в этом году? Да, обещали. Папа-то, Вася, 10 лет первого глухаря завалил, и уток стал стрелять. А ты что? Раньше не получилось, потому что охота-то и в августе у нас открывается, но они маленькие, не выросли. А сейчас в сентябре. Поэтому на выходных туда-сюда. Я знаю. Вот. Там, тем более, у меня учеба, и я боюсь, что вот с с этого дерева упадет на меня шишка. Я эту шишку вижу, а она прям над моей головой. Такая шандарахнет, и все. У меня вопрос возникает. Шишек боишься? Да. А я хожу даже ноль эмоций на шишки. Чу на шишки. Пускай они сами боятся, что на них я наступлю, упаду, лбом стукнут. И они упадут. Несчастные. Они должны бояться, а не ты. В прошлом году я просто шла с друзьями, и на меня шишка один раз упала. Потом вторая, потом третий раз шишка падает. Что на меня падают? Любят Шишки. шишки, а что они тоже? Шишки, не падайте, пожалуйста. Да ладно, это какой-то кавалер, наверное, кидался в тебя шишками. Да я смотрю, а там просто небо. Там деревьев нет было. Деревьев не было, а шишка упала. Да.
Ну я говорю, кавалеры китайцы, а ты там на этих деревьях сваливаешь. Какие редиски? А, ладно. Подрастешь, там цветы будут дарить, там Довольно. мороженое. Мы довольно так далеко ушли. 3 километра вот здесь. Мы 15 минут шли туда. Мы здесь ягоды кушали, потому что они самые большие. Черника? Да, большая. Ну ты какие. Ясно. Витамином зарядились, учиться можно. Конечно, мы 31-го пошли. Еле-еле. Губы синие, руки синие, вообще все синие. Зубы синие. Да, язык синий, все синее. Даже у кого-то вот тут синее было, вот тут прям все синее. Мамы не испугались. Не, думали, кто это? Кто ко мне домой пришел? Это воскресенье. В понедельник пошли в школу, там у вас уже синие губы или нет, еще уже были? Ну, такие синеватые. Да. Но никто не обратил этого внимания. А, А мы стояли, знаешь, сколько на линейке? сколько? 1 час. В смысле, Стояли. много или мало? Много, очень много. Целый час. А что делали там? Стояли. Ну, звонок, наверное, какой-то был, нет? Ну, Что, стояли друг на друга смотрели, а там хоть выступали, кто-то выступал, наверное. ну, директор и учителя, и все. А вы, как всегда, их не слушаете, да? Да. Да. Ну, ладно. Мы между собой общались просто. А то улетел, только один раз отозвался. Молчун какой-то попался. Опытный. Если одиночка, это какой-то опытный, значит. Вот. Я его уже смотрю, ну, не откликается. Давай вытаптывать. Да, Он да. уже там до последнего сидел, потом слетел в елки куда-то, и все, и вообще пропал там. Наверное, к дереву куда-то прижался там уже. Запросто. Ну, Все равно разминка. да, да. Развлечение. Ой. Я что предлагаю-то? На уток завтра, сегодня стрельнешь, сейчас перелета никакого нету, они завтра пуганные будут, а завтра просто с утра, если пойдем, много времени можно на них потратить, подкрадываться и Ну, посидеть, тыры-пыры. на другое озеро. В принципе, сегодня еще кушать надо приготовить. Ну да. Ну ладно, тогда избушка идем. Ну да, да. Ура, дошли. Ну, здравствуй, избушка. Мы снова в гостях.